ребята, я в городе. Сейчас уже заезжаю на мост через Сусалу. Сусала открыта. Вот это река Сусала, вон, как видите. Все открылось. Льда нету. Лед не идет пока. Это ниже моста, а там верховье моста. И снега тут, конечно, меньше. Снега меньше, чем у нас в Нюшере. Куча машин. С утра уже еду домой. С ночевкой был в городе. Поля, все открыто. Сейчас гусиные перелеты начнутся здесь. Будут отдыхать. Все заливает уже потихоньку. У нас мало воды, а тут немножко уже заливает. Все, скоро уже полноводье начнется. Солнечная, ветреная погода сегодня. Ужасно ветрено на улице. Не знаю, как у нас в Нюшере, но и вроде как тоже ветер. Сейчас жена позвонила, что сказала, что Айда родила моя. Там утки сидят. Конечно, снимать невозможно на ходу, но утки там были. Сейчас уже еще осталось 2 дня, наверное, до открытия. Не, подожди, завтра уже открытие. Тут тоже лед. Озеро небольшое, не знаю, рыба тут водится, нет. Проехал райцентр. Там в стороне осталось. Заезжать не стал уже. Вот как Карткорос наш. Центр, райцентр. И заезжаем на второй мост, который будем переезжать. Это мост через реку Вычегда. Ежва. Вычегда. Также посмотрим, в каком состоянии там река, лед идет или нет. С вчерашнего дня. Сутка уже прошло. Ну вот как мы видим, уже здесь лед потихоньку идет. На Сусале там ничего не было, ни льдинки, а тут уже лед. Мелкие куски, конечно, тоже. Воды мало. И там снизу тоже вон затор. Жалко, конечно, снимать тоже неудобно, как за рулем. И заторы, что снизу, что сверху. Но ледоход потихоньку идет. На полях вон уже снег, километров 40, наверное, разница с Сыктывкаром. В Сыктывкаре поля там уже чистые, а тут уже вот снег начинается. У нас уже в селе, возле села, там вообще небо и земля с сравнением с Сыктывкаром. Там вообще дуба. И много снега. Вот так. Вчера вроде как ехал, там вроде гуси сидели на этой полянке там, с правой стороны. Гуси, так сказать, штук 10, наверное. Может, я ошибаюсь, может и не было, может так мираж какой, ну, может, обман зрения какое-то было. Но я смотрел, будто силуэты гусей было видно. Тут участок вот такой гиблый. Всю дорогу отремонтировали в Карткоросском районе, а этот участок оставили на где-то с полкилометра. Не знаю ради чего. И возле села Додж там тоже такой участок оставили. Ладно. Перейдем до следующей реки. Еще один мост будем переезжать. Может, там еще остановимся, посмотрим, в каком состоянии река. Остановился. Мы находимся сейчас в Чужаеве, возле Чужаева. Вот такое он состояние поля наши. Видели? Завтра открытие охоты, а у нас
Какая ситуация. Все идет не вовремя, в общем. Много еще снега, не знаю, какая охота будет. Река Вишера. Река Вишера, село Богородск. Так, покурим, выйдем, покурим. Выйдем, покурим, посмотрим, что там, как там. Опа. Сильный ветер. Ветер очень сильный. Вот смотрите, снега сколько. Ух, ветрище. Этот ветер должен толкнуть лед, но воды мало, ребят, воды вообще нету. Здесь все должно заливать, а тут мост бетонный, это в 90-е еще делали, я где-то снимал тоже, в каких-то видео показывал. Страшновато даже. Приятное ощущение какое-то, когда вниз смотришь, там еще холодная вода, блин, ледяная. Как-то писали в комментариях, чтобы заснял Богородск, заезжал, но заезжать не буду, это окраина села, новостройки тут, люди живут. Село, там работа вроде есть, там нормальное село. Вот это да. Все стоит. Погода. Чтобы этот лед ушел. Здесь более-менее еще как-то лед еще, ну, открытых мест много, а у нас и такого нет. У нас вообще лед. Я не знаю почему. Вообще река еще стоит. Бураница вот. Посередине реки идет бураница. Местные ездят на Верховье. Вообще ужасный ветер, блин. Я не знаю, что там со звуком. Уже закрываю как могу. Вот это ветрище. На этой стороне вообще стоит и буранится. Невозможно, в общем, снимать что-то еще. Ветра такие. В общем, большая разница. 160 километров. Большая разница. Вот. За 160 километров река открыта. Лед не идет, потому что она на заторы, на поворотах. А здесь у нас уже совсем другой климат, можно сказать. Какой там может быть уток? Всегда не вовремя. Опять не попались с погодой. Но все равно 9 мая должны подтянуться утки бухие. Закон природы такой. Думаю, еще постреляем. Это еще. Вот это да. Ну и погодка. Ну и погодка, ребята, там на улице. Вообще ужасный ветер. Сильный ветер. Невозможно что-то снимать, показать. Я думаю, звук там плохой выйдет. Хоть и поснимаю.
Надеюсь, потепление уже скоро будет у нас тоже. Вот так. Ну, вкратце показал 3 реки. Река Сусала, Вычегда и река Вишера. Все реки по размерам тоже разные. Сусала намного шире, Вычегда тоже не маленькая. А это уже, можно сказать, мелкие реки. Что река Вишера, что река Нившера у нас как ручьи. Летом вообще ужас. Один, ну, мелкие, не мелкие. И протяженность этой реки я не знаю, сколько километров. Но километров 100-то, наверное, тоже есть. Богатая рыба, река тоже. Всякие ельцы, хариусы, налимы ловят тут. Очень много болот на верховьях этой реки. Гусей там стреляют. Широкие болота. Ну, там уже Княж-Погост рядом. Княж-Погостский район. Верховье этой реки. У нас тоже река, протяженность где-то, ну, 100 километров, наверное, тоже есть. 70 километров еще люди где-то на лодках поднимаются, а там уже дальше невозможно плыть. Там уже заторы километровые. Бесполезно куда-то еще. Там уже лодку оставляют и к избушкам по 8-10 километров рюкзаки на себе тащат люди в охотничьи избушки. Осенью, осенняя охота когда. И оттуда, с верхней избушки, вот, тоже на рюкзаках свою добычу они до лодки таскают. Короче, такая физзарядка у них нормально получается. А тут не знаю, эту реку я вообще не знаю. Ни на километр. Когда в лесу мы тут 8 километров по дороге поднимались, там делянка была, работали, лес валили. И мы весной убирали делянку. Весной на лодках, на больших лодках поднимались. Ковью, я не знаю, какой там речка, тоже мелкая, как, ну, узкая мелкая речка. Там тоже избушки были. И еще мы прочищали там делянку. Там делянку прочищали. Не делянку, а просека прочищали, там работали. И некоторые места, уголки я знаю. Я тоже лес тут очень проходили несколько кварталов. И в основном здесь болотистые места. Болотистые места и елки. Одна где-то вот участок попадался, где-то, ну, 1500 кубов, еще более-менее лес хороший. А так лес не очень такой слабенький лес, в общем, тут. В основном болотистые места, гусиные места тут. Гусей стреляют. Вот так. Ну ладно, много болтать уже не буду. Надо уже с ночевкой, я был в городе, уже поднимаюсь домой. Еду домой. И у меня еще второй часть не выкладывал. Фильм про 2 гуся. И завтра надо ехать опять в город. Не знаю, когда выложу. Этот фильм, тот фильм. Еще снят еще один фильм коротенький. В общем, фильмов много. Почти каждый день снимаю. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Сейчас уже на носу будет охота. Взяли путевку. Путевка цена такая же, 650 рублей. Я взял только на водоплавающие дичь. На боровую я не взял. Глухарей, тетерок я весной не трогаю. Также и рябчиков. У меня на боровую дичь только осенью охота. Но там я жестко уже охочусь, я никого не жалею осенью. Вот так, вот такой я. Так, еще что? Там гуси, ребята. Вижу гусей. Сейчас на повороте, не знаю, удастся нет снимать. На посадку пошли. Идут на посадку. Здесь село Богородск. Царство навозов. Одни навозы тут. Что слева, что справа. О, вон они гуси-то. Гуси-то летают. На посадку идут. Сейчас поснимаю еще, ребят, покажу диких гусей. Кто долетел до нас.
Что-то они, бля, осторожничают, смотри. Вон они. Сейчас, наверное, остановлюсь, снимаю спокойно. Вон они. Так, не вижу я, ребят. Что-то я не вижу их. Не вижу. А, вон. Вот они. Сколько штук-то хоть? 9 штук. 9 штук вроде насчитал. Раз, три. Я ошибаюсь. Так, 9 вроде как. 9 штук. И здесь вода тоже. Там еще какие-то вещи, птицы. Бля, что-то. О, шилохвосты, ёпта. Там же шилохвосты, ребята, вон, утки. О, это шилохвосты, самые четкие утки, так. Так, 2, 4, 6, 7, где-то 7 штук. Хорошо, отлично. О, еще там. Так что птица на подходе. Конечно, холодно, но уже подлетает. Это ранние утки, которые к нам подлетают. Там гоголя, шилохвосты, кряквы. Ну да, уже кое-что есть. Кое-что. Так. Гуси возвращаются. Гуси возвращаются. Где они? Так. Не вижу я. Вон они, блин. Все слепит. И поймать никак не могу. Какие-то... Вот не вижу еще. А вон они вообще в упор, блядь. Вот они, вот. На камеру как-то слепит, блин. И солнцем они как-то тоже теряю. Вообще подлетели где-то 100 метров до меня. Ну, теряю. Вот вон рядом вообще. Буквально, я не знаю, но если на пальцах показать, и фиг знает, на компьютере, может, увижу, а так в экран не могу смотреть, не видно их. Вот так. Ну вот здесь быстро тает здесь этот участок, и водоем получается, здесь отдыхаю, что гуси, что лебеди, что утки. И кормятся тут травой, там, навозом и всякой ерундой. Вон еще 2 утки поднялись. Ну да, вон. Это кряквы, наверное, 2 штуки. Да, спокойно себя ведут. Вроде никто их не гоняет тут, видимо. Ну да. Ну ладно, ребята. Еду дальше. Едем домой, в общем. Подписывайтесь, кто не подписан. Все, всем пока.